Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. И сегодня с коллегами мы вам расскажем о летнем досуге, о облагораживании от неравнодушных якутян, о экстремальном водном спорте, а также веломарафоне и еще о многом другом. А тем временем в алмазной провинции нашей республики стартовал веломарафон в честь Дня алмазодобытчика. В следующем сюжете мы узнаем подробнее от первого лица. Добрый день, меня зовут Морозова Евгения, я член профсоюза Института Якутнепроалмаз. Я участвую в веломарафоне, посвященном Дню алмазодобытчика. Присоединяйтесь все, участвуйте. Это первая точка. У трубки мир. Велосипедистам предстоит сделать селфи на нескольких точках, расположенных у достопримечательностей городов. Традиционный веломарафон, посвященный Дню алмазодобытчика, проходит в мирном, удачном Айхале-и-Ленске с 11 по 17 июля. Участвовать в веломарафоне могут члены профсоюза «Профалмаз». Нужно зарегистрироваться в мобильном приложении профсоюза, проехать выбранный маршрут и сделать селфи с велосипедом и баннером. Организаторы конкурса ждут снимки в WhatsApp или Telegram, номер на экране. Или же по электронной почте profalmaz@alrosa.ru. Снимок нужно сопроводить комментарием с информацией о том, к какому профсоюзному комитету вы относитесь, а также поставить хэштег «Профалмаз на великах». Участники веломарафона, прошедшие полный маршрут по списку, получат призы. В Якутске впервые прошли работы по аэрации озера Сайсары. Проще говоря, аэрация – это очистка. Как она действует, для чего она нужна, мы узнаем в следующем материале. Петр Тастыгин тщательно проверяет оборудование. Сегодня впервые предстоит провести эксперимент по аэрации озера Сайсары. Это поршневый компрессор, благодаря которому вода принудительно насыщается кислородом. В процессе аэрации происходит дополнительное очищение воды, чтобы на дне водоема не скапливался ил и осадок. Поршневой компрессор, который может работать 24/7, 365 дней в году. И он подает воздух через резиновый шланг, дальше подключен садовый шланг. И дальше идет на конце шланга распылитель, который опускается на дно водоема и принудительно насыщает воду кислородом. Прежде чем начать аэрацию, нужно очистить озеро. Старые бревна, шины, строительный мусор, накопившийся за многие десятилетия, сделали свое дело. Озеро покрылось илом, накопился углекислый газ. Работник из Сайсарского округа с утра на ногах. Сколько весит вот такое колесо? Килограмм 20-25. Ну, сколько вот такого добра у нас в озере лежит? Много. Много всего. Мусора очень много. Водоемы в городах нуждаются в помощи человека. Даже небольшие пруды играют важную роль в жизни мегаполиса. В загрязненных озерах не могут развиваться даже бактерии, а они имеют важную роль для экосистемы. Кислород необходим в воде независимо от времени года. В такую жаркую погоду кислород глубоко проникает в водоем, тем самым обеспечивает оптимальные условия для всех его обитателей. Осенью аэрационная система активизирует самоочищение водоема. Это один из самых важнейших этапов подготовки водоема к зиме. Специалисты водоканала взяли пробы воды на химический состав, чтобы после проверки заселить озеро бактериями для восстановления микрофлоры. Постоянный мониторинг – важная часть работы по аэрации. Через 10 дней после установки аэратора проверим еще раз на биологию, идет ли очистка, улучшается ли качество воды. И будем постоянно проверять химлаборатории нашей. В холодный сезон аэрационные работы нейтрализуют опасные газы, скапливающиеся под слоем льда. Активный приток кислорода весной помогает бактериям активизироваться и улучшить экобаланс водоема. Это опыт больших городов, они этим уже давно занимаются, восстанавливают свои пруды, содержат эти пруды в хорошем состоянии, так сказать, чтобы была нормальная флора в этих прудах. И я считаю, что мы должны реанимировать, сохранить и приумножить то, что мы имеем. Старожилы района Ирина Вячеславовна вспоминают, в детстве они купались в этом озере. Это было место встречи и отдыха. Теперь от этого остались лишь воспоминания. Была маленькая, я жила на Конечке, еще мы здесь с 30 какого-то года родители жили. У меня отец был начальником гидрометслужбы здесь. Вот. И это озеро было маленькое, мы купались в нем, я лично. Экологи отмечают, здесь водятся утки, значит, водоем все еще можно спасти.
И, возможно, озеро Сайсары, как и прежде, станет местом для отдыха горожан, где раньше купались и катались на лодках. И даже появятся утиные шале. Ирина Григорьева, Степан Атастыров, Якутск. Как важно сохранять озера, к примеру, даже только потому, что в Якутске появится еще больше мест для активного времяпрепровождения. К примеру, на Талом и Белом озере уже появились различные развлечения на воде. Моя коллега Полина Долинская попробовала одно из таких экстремальных развлечений – каякинг. Давайте узнаем подробнее, что это такое. Ну что, друзья, мы продолжаем изучать акваторию нашего города Якутска, а также любые спортивные развлечения, которые стоит попробовать каждому этим летом. В первом выпуске мы рассказали вам, что такое саббординг, а сегодня мы расскажем вам про каякинг. Каяки – это такие лодки, которые подойдут любителям спокойного отдыха на тихой глади, а также экстремалам, которые захотят поизучать бурные горные речки. Скажите, основной принцип вообще вот работы, вообще, какие нюансы есть, что нужно, как готовиться к этому, какая может быть уровень физической подготовки? Уровень физической подготовки, но он не особо решает, потому что каяки, они сами по себе легкие. Это легко научиться и освоить. Какие могут быть сложности у новичка на первых этапах обучения? Обычно возникают проблемы именно удержания баланса, то есть не раскачивать лодку. А кто все-таки больше любитель? Парни, девушки? Обычно все вместе приходят. Обычно в равных долях, да? Давайте, наверное, приступим к инструктажу, потому что мне уже хочется попробовать. Хорошо. Самое главное, друзья, это, конечно же, безопасность, так как мы будем находиться на воде, глубина тут есть, и она достаточная. И в любом случае, так как этот вид спорта, он доступен также и для детей, обязательно нужно надевать спасательный жилет, в котором я запуталась. Сначала левую ногу сюда ложите, потом сразу садитесь и в конце правую ногу. Как ее? Можете держаться вами. Вот так? Ага. Ой. Ой-ой-ой. Без паники. Да нет, я не паникую. Лучше сесть сразу так, как удобно. К спинке. Так, я прижалась к спинке, а спинка у меня затягивается, нет? Не затягивается. У меня что-то такое ощущение, как будто я на один бок. Нет? Ой. Так, чуть налево, наверное, надо. Сюда? Направо, наверное. Ой. Баланс нормально? В эти вот пластмасски. Ага. Вот как ложка. Угу. Сама спускаем. Ой. Все ли? Спасибо. Ой, так это в принципе несложно. Только она у меня что-то вихляется во все стороны. А вот и я. Ой, сейчас главное на финал не опрокинуть ни лодку, ни себя. Ой-ой-ой-ой. Ноги, конечно, затекли. Где-то между лопаток с непривычки тоже болит, но ощущения, друзья, просто нереальные. Вроде бы это была и физическая нагрузка. Я прям отдохнула, так действительно это так умиротворяюще действует на весь организм. Мне кажется, сегодня спать буду просто как младенец. Вот, Михаил, спасибо вам большое. Действительно было интересно и полезно. И, друзья, я вам тоже всем советую, обязательно попробуйте. Один из самых востребованных оздоровительных лагерей в Ленском и Мирлинском районе – это лагерь «Алмаз». На сегодняшний день там уже проводится вторая смена. И давайте мы узнаем, как проводятся будни в этом оздоровительном лагере. Утро начинается традиционно с зарядки общей около клуба. После следует завтрак. Горячий, сытный и очень вкусный. Мне нравятся каши. Самое вкусное, то, что здесь было, это пюре. Я ем сейчас молочный суп и хлеб с маслом и сыром. Мне очень нравится, это очень вкусно.
После ребята отправляются в медблок. Там для них уже приготовлены фиточаи и кислородные коктейли. Некоторым отдыхающим назначают и небольшое лечение. Каждый день к нам приезжает врач. Врач у нас зав. Отделением, это Кудратула Зинатович. Он ребятишек осматривает, делает назначения. И уже по этим назначениям дети проходят кто-то лечение, кто-то реабилитацию. УФ по назначению, ингаляции по назначению. Также хочется отметить, что у нас есть массаж и массажное кресло замечательное, где дети расслабляются по окончанию дня, потому что день у каждого ребенка очень насыщенный. До обеда у детей проходит вся кружковая деятельность. Работает скалодром и веревочный парк. Это самый экстремальный аттракцион на территории базы. Вот они у нас проходят сначала нижний этаж, самый легкий. А второй этаж у нас это как бы самый сложный. Там очень сложные есть позиции. Для того, чтобы туда попасть, они у нас проходят по скалодрому. То есть, если ребенок не боится высоты, он долезет до верха, то есть у него есть цепкость, тогда он сможет попасть на второй этаж. Но в принципе все дети справляются. Ребятам очень нравится проходить препятствия, несмотря на то, что одновременно их одолевает и страх. Надо сказать, что за время, что мы находились на территории парка, мальчиков не было совсем. Больше интерес этот аттракцион вызывает у девочек. Мне было сначала вообще это экстремал, адреналин какой-то, мне очень понравилось, я бы еще хотела. Я думала, я упаду на лестницах, но я не упала, я смогла все пройти. Что самое страшное? Самое страшное это были лестницы на втором этаже. И все, так все было легкое для меня. Бассейн дети посещают через день. Здесь ребята проводят 1,5 часа и ждут этого момента они с нетерпением. Младшие отряды играют с водным инвентарем, ребята постарше прыгают с трамплинов и соревнуются, кто быстрее проплывет круг. Здесь круто! В течение всего дня ребята могут кататься по территории лагеря на велосипедах, самокатах, прыгать на батутах, качаться на качелях. Вечерами для отдыхающих вожатые организуют различные мероприятия, квесты, а также отводится свободное время на прогулки. В общем, жизнь в лагере кипит. По довольным лицам детей можно с уверенностью сказать, что им здесь нравится. Отдыхающие окружены заботой и вниманием. В лагере созданы все условия для насыщенного и комфортного отдыха детей. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Совсем не обязательно ждать чьих-то призывов или объявлений о конкурсе для того, чтобы начать облагораживать свое пространство. Нужно просто посмотреть вокруг и придумать, как сделать окружающее тебя пространство лучше, ярче и красивее. Житель поселка Устнера Дмитрий Аяров – человек с фантазией. Сначала расписал подъезд многоквартирного дома, где проживает, а потом вместе с мальчишками украсил наружную стену гаража. Это Дмитрий Ильич рисовал, и я. Красиво, правда? Да, здорово. Устнера – это крайний север. Мы все это знаем, что это полюс холода. И лето у нас короткое. Но хочется очень много ярких красок, то есть цветов. И поэтому на сегодня неравнодушные люди благоустраивают свои дворовые территории, территории, прилегающие к офисам, подъезды. Хотелось на сегодня, чтобы побольше было таких неравнодушных людей, чтобы наша Нера была чистая, красивая, как в былые времена. На этом наш выпуск подошел к концу. Встретимся уже сегодня в 17 часов в эфире телеканала «Якутия-24». До новых встреч в эфире!